Друзья, я предлагаю сейчас поговорить о новом политическом сезоне в Гагаузии, который, в принципе, начался с момента голосования по исполнительному комитету, но уже продолжается, мы видим протесты. В частности, я хочу коснуться темы НДС. Как вы знаете, парламент принял поправки в налоговый кодекс Республики Молдова, связанные с НДС по АТО Гагаузия. Поговорить о реакции гагаузских властей на это решение и о протестах, которые возобновились в Гагаузии. Об этом я предлагаю поговорить с гостем в студии Сергеем Афанасьевичем Черневым, депутатом нескольких созывов Народного собрания. Сергей Афанасьевич, приветствую. Здравствуйте. Сергей Афанасьевич, вот начнем, пожалуй, с решения по НДС. Почему парламент принял это решение, с вашей точки зрения? Михаил, знаете, как НДС нам тогда выбили, дали его при Плохотнюке. Увеличили наш бюджет в среднем где-то на 100-120 миллионов лей. Ну, НДС, насколько я помню, с 2005 года. НДС был, оставаться НДС начал у нас именно, когда были депутатами наши, здесь 3 депутата. Тогда остался НДС у нас. Что такое НДС? Коротко, чтобы было понятно для простого обывателя. НДС – это налог на добавленную стоимость. Да. При экспорте нашей продукции НДС 20% с этого предпринимателя удерживается, и как только продукция выходит за границу, 20% возвращается за счет государства, возвращается обратно этому человеку на место. НДС у нас оставался в Гагаузии. Да. Наш НДС, наши предприниматели, которые работали здесь, оставался в Гагаузии. Но возмещался он с государственного фонда, у нас с центрального бюджета. У нас практически НДС был этот свой дополнительный капитал где-то в размере 100-120 миллионов лей каждый год, который мы могли пускать где-то на свою инфраструктуру, питание детям, освещенное проект «Освещенное село» и помогать населению. Забрали НДС только потому, что у нас госпожа Влах перед этим распиарилась так, что сделала из Гагаузии какие-то Дубаи. Вот так. Хотя в Гагаузии этого не было. И ей надо было поменьше делать вот этих своих дорогих выступлений, как бы в дорогостоящих отелях, перед всем Кишиневым показывать, что она сегодня самая успешная политическая особа в стране. И второй аспект, который у нас был, то, что выбрали сегодня Евгению Гуцул, то, что выбрали Шора, это второй аспект, почему нас лишали НДС. И добили НДС сами господин Константинов, Лейчу, вот эти люди, которые были у премьер-министра Орманжи, Гайдаржи, вот их 9 человек было там, которые пожали руку сегодня премьер-министру, сказали, что не будут голосовать за этот исполком. Почему? Потому что им показали, что сегодня к этому исполкому есть очень много проблем. И он привлечется в скором времени к уголовной ответственности. Почему? Потому что идут возбуждены уголовные дела по выборам Башкана. И попросили, не голосуйте за него пока. Пускай мы сначала разберемся, а потом мы уже завтра посмотрите, за какой исполком. Если к этому исполкому нету претензий, пожалуйста, его выбирайте. Но если есть претензии к этому исполкому, не выставляйте Гагаузию посмешищем на всю республику. Наши ребята, надо отдать им должное, пожали руку. Вот так сказали, мы этого не сделаем, и пришли и проголосовали за НДС. И с того момента Гагаузия стала... Проголосовали за исполком. Да, проголосовали за исполком. И с того момента Гагаузия стала нерукопожатной для всей Молдовы. Все, с того момента. А кто были эти депутаты у премьер-министра? У премьер-министра Орманжи, Гайдаржи, Иванчук, Лейчо, Тарнавский Александр Григорьевич, Сергей Константинович Чимпаеш, еще, я всех не помню, 9 человек их там было, но из них... Захария был. И вот из этих людей, которые там были, по-моему, не проголосовали только Александр Тарнавский, Сергей Константинович Чимпаеш не проголосовал. И, его не было. Ну, он не пришел, он тоже в знак протеста не пришел. А остальные, которые там были, все пожали руки и проголосовали руками-ногами за исполком. И еще там пару человек, по-моему, не проголосовало. Вот так, чтобы я не обидеть никого. Ну и социалисты не проголосовали, которые не были. Социалисты не проголосовали. Знаете, как социалистам в последнее время надо отдать должное. Они ведут свою политику и стараются выиграть выборы примарские. Но на этот раз они их не выиграют. Ну, о примарских выборах мы еще поговорим. А вот реакция Гагаузии. С одной стороны, они такие... возмутились, были на этих публичных слушаниях, но какой-то более-менее аргументированной позиции, почему Кишинев. И тут нужно уточнить, я понимаю, что вы не это имели в виду,
Имеется в виду, Гагаузия НДС не забирают его, фактически он технически остается в Гагаузии, просто из этого НДС возмещают НДС предприятиям. Да. То есть он будет оставаться в бюджете Гагаузии, просто из бюджета Гагаузии будут возмещать. Его здесь не забирают, его просто узаконили. Если мы этот НДС остается у нас, то мы обязаны Гагаузия возмещать этим предпринимателям НДС от того, что мы у них удержали. Все. Ну, это важный момент, который важно было отметить. Почему гагаузские депутаты не организовали более такую активную кампанию в Кишиневе? Просто были на публичных слушаниях и все. Знаете, как с гагаузскими депутатами пытались поговорить. Им этот НДС, его бы оставили. Но мы, Гагаузия, сами сделали вот этими выборами, сами себе вырыли яму, в которую сейчас и упали. Вот сегодня то, что... И депутаты в этом виноваты. Депутаты, которые больше всего кричали об этом НДСе, которые пожали руку там и сказали, что мы не будем голосовать, и пришли здесь проголосовали. Вот следствие того, то, что сейчас мы имеем. И сегодня это почувствуют простые граждане. Это питание детей было оттуда, вот освещенное село, вот эти помощи вот, престарелым, помощь пенсионерам, все было с вот этого НДС. Это были дополнительные деньги к бюджету наши в количестве 100-120 миллионов лей каждый год. Это были вот эти инфраструктурные проекты, которые делались, все из этого делалось. Хорошо, а почему примары так плохо не встали на защиту? В Гагаузии особо никто не стал на защиту этого НДС. Послушайте, НДС нужен только сегодня госпоже Гуцул и вот этим депутатам, которые сидят в Народном собрании. Некоторым депутатам. Почему? Потому что они потихонечку вот этот НДС пилили между собой. Сегодня вот эти простые люди, которые вышли сюда, которые даже не понимают, почему они вышли. Вы имеете в виду протесты? Да, протесты вот эти. Им этот НДС даже спроси, что это такое, они не понимают. Это сегодня у Шора есть ББР, бабушки быстрого реагирования, которые за 400 лей собираются и делают вот тут видимость толпы в каждом населенном пункте. И сегодня эти бабки, вот мы довели их до того, что за 400 лей они приходят и продают своих вот детей, продают своих вот родственников, продают вот это все, приходят вот сюда, чтобы лишь бы поприсутствовать, сделать имитацию толпы, что здесь идет митинг. Но мы задавали вопросы, как бы там понятно, что люди вообще не понимают, куда они приехали. И НДС простой человек, он не понимает, что это. Это коснется в основном вот школ, где сейчас вот питание мы делали, вот бесплатное питание. Вот это уже начнет потихонечку вот это касаться этого. Почему? На следующий год неоткуда будет вот это забивать как бы в бюджет. Освещенное село? Освещенное село, питание, вот эти инфраструктурные проекты, где-то делали ремонты в школах, садиках. Вот это коснется этого. Вот это. И плюс коснется вот это население, где вот это отопительный сезон, где давали образно по 700, по сколько лей давали, вот это все коснется, вот это возмещалось с этого, как бы, с НДС получалось. 100 миллионов лей, это примерно хватало на целый год. Ну и плюс, насколько я понимаю, при Ирине Влах, особенно в последние годы, бюджет краился таким образом, что примари особо с этого бюджета ничего не получали. Потому что нужно отметить, что собственные доходы Гагаузии примерно 360 миллионов, из которых 100 миллионов это НДС. Да. Остальное это подоходный налог с физических лиц и налог на прибыль с экономических агентов. И примары даже в студии у меня говорили, что в принципе как бы нам не приходится рассчитывать на гагаузский бюджет, когда речь идет о развитии населенных пунктов. Даже тот же примар Чадурлунги говорил об этом. То есть примары по большому счету как бы не видят смысла в этих собственных доходах Гагаузии. Примары, если взять по большому счету, не видят смысла и в Гагаузии. Вот я вам скажу другое. Я объясню Вы это. сейчас опасные вещи говорите, Сергей. Я не говорю опасные вещи, я называю вещи своими именами. Называю вещи своими именами. Просто сейчас нас обвиняют в том, что мы не патриоты и так далее. Ничего страшного. Ничего страшного. Знаете, как пускай нас обвинят те патриоты, которые орут вот здесь, как бы в центре. Мы вернемся к этим патриотам, которых сегодня почему? Вот Гагаузия, Гагаузский, я смотрю по вулканичным Чешмекёй, Туле. Наш район нужен только во время выборов. Практически наш район деградирует. Вот на протяжении... Наш район только приходит, вот сегодня делали праздник Кептара, делали праздник какого-то ковра или праздник чего-то делают. Вот пришли, показали, сделали красивые фотографии и ушли. Район загнивает. Почему? Потому что исполком не уделяет никакого отношения к нашему району и к многим населенным пунктам, которые есть вот на периферии. Вот так. Живет, вот извините, вот не в обиду камрадчанам, но от Гагаузии выиграл только один камрад. Все, больше населенные пункты потихонечку... Даже Чадурлунга не выиграл. Даже Чадурлунга не выиграл. И потихонечку Гагаузия загнивает. И это загнивание началось
еще чуть-чуть при оконцовке Пурмузала, когда он начал забирать районные администрации с районов, сокращать районные администрации и все перетаскивать в Камрад, при Ирине Федоровне это продолжилось, она практически уничтожила Гагаузию, а при Гуцул с Гагаузией уже никто не хочет разговаривать. Вот короткие 10 лет, вот промежуток времени вот становления Гагаузии. Вот что творилось. И сегодня примары, им, естественно, они от этого исполкома ничего не видят. Исполкома ничего им не дает. И получается, что это свой примар, это тот примар. Практически, если взять примарии, развивались за счет европейских грантов, за счет европейских программ. Больше примарии не развивались ни за что. И эти европейские программы, гранты, получалось, что примары сами выходили, участвовали в этих программах и выигрывали. Там исполком ничего отношения к этому никакого не имеет. Просто исполком приходил, делал красивые фотографии, когда эта стройка заканчивалась. Вот и все. Единственное, что придумали, это фонд контрибуций, там, если участвовали в проектах, там какие-то контрибуции. Этот фонд контрибуций придумал тогда Саша Тарнавский, Александр Григорьевич Тарнавский, я извиняюсь. Почему? Екатерина Федоровна, Александр Григорьевич вообще экономист очень сильный. И он, работая еще здесь в Камрадской примарии, он понимал, что если участвовать в каком-то проекте, нужно 15, 20 до 30% контрибуции. И примария не имеет таких денег. Естественно, Камрад это может иметь, она большая примария, Чадурлунга где-то в Луганеште, но маленькие села это не имеют. И получалось, что мы убивали маленькие села. И когда сделали закон о возмещении контрибуции, Ирина Федоровна первая, кто была против этого закона. Но мы его тогда протащили через Народное собрание и дали развиваться и вот этим малым примариям, примарии, который сегодня хороший примар, который выигрывает сегодня гранты, ему надо помогать. Хорошо, а вот европейские гранты, понятно, наверное, закончатся, я как бы не могу утверждать, но мы видим и заявление президента было, и как бы мы видим, что международные партнеры очень сильно переживают по поводу того, что Шор фактически получил власть в Гагаузии. Но вот Шор обещает, что он дороги, вот где-то вы уже высказали, что 50 километров дорог, как Евгения Гуцул не успела прийти, уже в Гагаузии 50 километров дорог построила. А вот эти дороги, которые они фотографируют, это что, они реально их строят или что там происходит? Есть ваша информация? Я скажу, многие примарии, вот был у нас 300 миллионов или сколько, 360 распределяли еще, Народное собрание распределяло весной, еще при Ирине Влах, за которые за эти капитальные вложения были очень большие драки. Сейчас эти проекты потихонечку начали работать. Просто здесь опять делают красивую картинку. Если уже на эту дорогу было образно выделено 300, 400, 500 тысяч лей, то они приходили и начинали работать. Потихоньку эти дороги уже должны были осваиваться, эти деньги. Ну, получилось так, что тот башкан ушел, а этот пришел, а проекты начинают работать. Вот и все. И они приходят, фотографируются там на вот этих дорогах и показывают вот это с хорошей картинки. Ну, получается, что там они сделали там 200 метров, здесь 300 метров. И извините меня, не так к этому подходится. Все должно идти планомерно и должно идти с большой буквы закона. И мне очень интересно, кто делает, чьи фирмы делают вот эти дороги. Чтобы не получилось, что эти дороги у нас делаются, как бы они 100% делаются с бюджета, ну, в оконцовке, чтобы не получилось, что за эти дороги фирмы, которые выиграли вот эти тендера, будут сидеть. Я даже не видел, я не слышал, что у нас были тендеры разыграны на эти дороги. То есть раздали своим? Раздали своим, потихонечку освоили деньги и все. Хорошо, а вот эти вот обещания по 1000 лей и так далее, это все предвыборные обещания, что это? Ну, знаете как, у нас обещали, Пенсия, в смысле, мы на своем веку видели и аэропорт, видели электростанцию, видели второй аэропорт. Знаете как, сейчас увидим эти 1000 лей. 1000 лей, как они говорят, что это не бюджетные деньги. Мне очень интересно происхождение вот этих денег, откуда они взялись. И кто сегодня у нас примерно от 7 до 10 миллионов лей, эти 1000 лей, которые они должны обязуются платить каждый месяц в год. Это 120 миллионов лей ставь грубо в год. 120 миллионов. Откуда, кто нам выделит эти деньги, если это не бюджетные деньги? И происхождение этих денег, вот мне особенно интересует это, чтобы не получилось, что завтра, послезавтра, через месяц, второй, третий, выйдут, что эти деньги где-то украдены, и чтобы не получилось, что вот эти люди придется возвращать вот эти 1000 лей, которые они получали. Чтобы не получилось и вот это. Сегодня здесь должно среагировать государство, посмотреть, если эти деньги законные, пожалуйста, но если это незаконно, извините. Но я больше всего думаю, что это сегодня обман, это идет предвыборный подкуп населения. Месяц дадут по 1000 лей, это считай, это электорат 100% ихний перед выборами, а дальше скажут, вот нам государство мешает, неоткуда нам взять этих денег. Извините. Ну вот пример Таракли, они в 2019 году обещали то же самое, что они обещают в Гагаузии, и за 5 лет, 4 года ничего не сделали. Ничего не сделали, понимаете? Вот сейчас я скажу, Тараклийский район, маленький район. В Аргеев сегодня я там смотрел, говорил с ребятами, которые работают в совете, у них там кредитов очень много.
сидит под кредитом. Ну тут Гагаузия, больше миллиарда бюджет. Это лакомый кусок, это во-первых. И во-вторых, для чего нужна Гагаузия? Гагаузия нужна сейчас для дестабилизации ситуации в стране. Вот мы потихонечку переходим к протестам, я так Да. понимаю. Для дестабилизации ситуации в стране, вот который уже потихоньку начинает видимость вот этих протестов. Сегодня Гагаузия, сегодня толкает Гагаузию пропасть Народное собрание во главе с его руководством. Сегодня толкает господин Илон Шор Гагаузию на вот эту конфронтацию. И сегодня бесплатный сыр только в мышеловке. Если тебе дают 1000 лей, то это не значит, что с тебя это не попросят. Это во-первых. И во-вторых, сегодня почему им нужна Гагаузия? Гагаузия более горячая, более такое пророссийская, вот говорю, сторона, которой легче всего замутить на гражданскую войну со страной. Вот и сегодня. И если ему сегодня аргеевских своих жалко, почему? Потому что он там считает, что они самая элита, они умные, они даже сюда пришли вот здесь, то гагаузам никому не жалко. Вот именно Шору не жалко. И сегодня нас кинут как пушечное мясо, вот кинут на конфронтацию с Республикой Молдовой. Вот сегодня. И сегодня то, что творится вот на примарских выборах, я смотрю. Вот примарские выборы, вот знаете как, это карточная игра. За столом играют 5 человек. 5 человек, 4 человека играют на одну руку. И вот этому пятому нету никакого шанса выиграть. Почему я это говорю? Сегодня Шор пустил в каждом населенном пункте по 3, 4, по 5 кандидатов. Где-то 2 независимых. Один от Шанса, второй от Возрождения, третий еще от какой-то партии. Вот так идут. И сегодня они делают видимость, что лаются между собой, но все работают на одну руку. И практически Шор заберет сегодня, вот в Гагаузии я вижу 20-23 примарии. Некоторые примарии он выиграет с первого тура. Но это уже сигнал для всей страны. Почему? Потому что я думаю, что вот так все идет и по всей стране. И если сегодня наши власти не будут жестко действовать на вот этих выборах примарских, то у нас закончится тем, что будут досрочные парламентские выборы вместе с президентским. Вот куда идет сегодня страна. Если где-то будет, если это будет мирным путем, это одно. Но я думаю, что это будет уже путем как бы конфронтации между населением. И то, что сегодня мы даем, одним сегодня даем образно, Аргееву даем 1000 лей, Тараклии даем 1000 лей, Гагаузии даем 1000 лей. А что другие молдаване, вся Молдова это сегодня не пенсионеры? Почему сегодня выделяем людей и делим на своих во-первых, мне чужих? кажется, они не дадут эти деньги. То есть у них нет этих денег. Ну, 1 месяц дадут. 1 месяц дадут. 1 месяц дадут. Почему? Потому что это пойдет подкуп населения. Это прямо перед выборами они дадут. Почему? Потому что этот человек, который получил сегодня 1000 лей, он будет ждать вторые 1000 лей, которые он получит в ноябре. Хорошо, а вот этот протест, и до этого объявили, что якобы на декабрь готовится съезд депутатов всех уровней. Это как-то взаимосвязано? Да. Сегодня это то, что было сегодня, как бы вот этот протест, это подготовка, это практически ультиматум Кишиневу. Это практически, это уже выставляет ультиматум Кишиневу. Не будет по-нашему, будет вот так. Я посмотрел выступление сегодня, недавно было выступление Константинова. На ГРТ, да, на ГРТ. Ну, Константинов, он понимает, какую ответственность он уже несет. И Константинов там постарался вырулить ситуацию. Почему он сказал? И сам того не понимая, он проговорился. Этот Курултай, как они там выразились, мы будем делать где-то 6 или 9 декабря, они говорят. Съезд депутатов всех уровней. Но почему он будет 6-9? Почему? Потому что сегодня они надеются, возьмут 20-23 примарии вместе с советами. Почему? Потому что они пошли от 3-4 партий, независимые 3-4 партии, они возьмут 20-23. Им нужен там свой контингент, который будет делать резкие заявления. Я не удивлюсь, если на том Курултае сделают опять заявление о возврате к Гагаузской республике и выхода из состава Молдовы. Я не удивлюсь. Почему? Потому что это нужно тому кадру в Израиле. Который не пошел мобилизоваться? Ну, там, говорят, видели его, как бы, знаете, как стоял около одного призывного пункта, человек, похожий на Шора, бил себя, дрался там, чтобы его взяли на войну. Я говорю, я к палестинцам одна претензия. Вот говорю, что не попали в его дом, чтобы избавить Молдову от этой напасти. Ну, мы не призываем к человеческим жертвам, как бы, да, но это мнение Сергея Афанасьевича. Хорошо. Вот этот вот, они не дадут в конечном итоге задний ход, как это было, скажем так, в этом году, по-моему, да? Они планировали где-то то ли на осень, то ли на лето какой-то съезд депутатов всех уровней, потом сказали, все, ребята, мы отменяем. Не получится ли так? Тогда у них еще не было большинства в Народном собрании. Да. Вот это. Нету своих примаров.
Сейчас, как только они возьмут примаров, им надо укрепиться. Я не понимаю эти власти сегодня. Они дали сегодня Шор сегодня разъезжает по стране, разъезжает по Гагаузии с машиной, выступает с телевидения, и его не привлекает к ответственности вот этих людей, которые идут сегодня. Сегодня им дали 3 этажа, дали целый исполком с государственным бензином, с государственным вот этим, чтобы они баламутили ситуацию в стране. Им дали укрепиться. И чем дальше им будут давать укрепляться, тем они наглее будут, и тем больше они будут ставить Гагаузию в конфронтацию, выставлять Гагаузию в конфронтацию с Республикой Молдова. Ну, я надеюсь, власти сделают соответствующие выводы, да, и... Власти выводы должны сделать такие. Сегодня Шор, сегодня он вор, который сегодня у этой страны украл, который дали уже высшая судебная палата, ему дала 15 лет в тюрьме. Сегодня он находится в розыске в Интерполе. И люди, которые с ним сегодня связаны, должны привлекаться к уголовной ответственности. Шору не дал, он не должен здесь в Молдавии находить где-то опору, а мы ему дали целый фундамент. Не мы дали, власти дали ему целый фундамент Гагаузии, дали фундамент Тараклии, дали фундамент в Аргееве. И если власть не начнет сегодня действовать жестко, то Молдавия будет накануне гражданской войны. Вот я так вижу то, что сегодня вот творится у нас в стране. И этому виной будет депутаты нашего народного собрания, вот элита, вот эти, которые считают, во главе с Константиновым, которые проголосовали за это, и господин Шор во главе с этим Гуцул, и все ее вот этой... братья, которые сегодня вот крутятся в Народном собрании, которая сегодня взяла практически полностью, взяла Гагаузию в свои руки. И их сегодня, я говорю гагаузам, их сегодня отсюда уже выжить будет невозможно. 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 Почему? Потому что они уже укоренились, они будут здесь сидеть, обманывать это население где-то подачками, где-то деньгами, где-то какими-то подарками будут обманывать, но они будут здесь держаться навечно. Сегодня Гагаузию продали вот эти горе-патриоты, горе-депутаты, которые выносят вот сюда, вытаскивают людей, и которые кричат, что сегодня нам Европа, говорит, не помогала. Почему вы врете? Европа дала SLP-проект, SAR-проект. Это было где-то 14 миллионов евро, которых нам дали. Которых мы дороги. Инфраструктурные проекты в школах, инфраструктурные проекты по водоснабжению. Утепляли садики, утепляли школы, делали солнечные батареи. Но никто об этом не говорит. И сегодня, когда вы говорите, что там только сидят одни геи, я не спорю, я там не видел, кто там есть. Но сегодня вы катаетесь на последних машинах, немецких, BMW, Мерседесы. Так не впадло ли вы на этих машинах кататься? Так давайте катайтесь на Ладе Калине, идем потихонечку в этот первобытно-общинный строй и живем там. И баламутим население, пытаемся показать, что сегодня с той стороны плохие, с этой стороны хорошие, но при этом не забываем идти у Илана Мироновича, получать зарплату. Я не удивлюсь, еще одно говорю, как бы уже передача, что уже некоторые, кто-то и обрезался. Уже обрезанные ходят. Это было мнение Сергея Афанасьевича Чернева. Сергей Афанасьевич, благодарю, что пришли к нам в эфир, прокомментировали ситуацию. Друзья, до свидания.